Жидандык и Сергей Батоевы. Книга «История рода Бадмаевых. Основоположников тибетской медицины в России». Глава 1. История рода Бадмаевых. Первый тибетский врач Петр Александрович Бадмаев в России. Часть 12. В конце предыдущей части мы остановились на том, что доктор филологических наук Дашним Галданович Дамдинов в своей статье о потомках Бадмаевых говорил, что некоторые потомки Бадмаевых жили в Польше. И он писал, что это его заинтересовало. И читаем дальше. Суть какова была? Заметка написана Илишкиным, известным в Калмыкии историком, о чем рассказала старая фотография Бадмаевых в Польше. Это известие Калмыкии от 23 февраля 1994 года. На основании данных Анджея Ямруши из Кракова и брата Павла в миру Алексея Кикшаева, ознакомившихся в Польше с литературой, в которой упоминаются Бадмаевы, известная танцовщица Мария Бадмаева, блиставшая в 50-е и 60-е годы 20-го столетия на сцене Варшавского главного Большого театра, по национальности бурятка. Вернее, дочь отца бурята и матери полячки. Она из клана тех самых петербургских Бадмаевых, глава которого, то есть Петр, был личным врачом русского царя Николая II и другом печально знаменитого Григория Распутина. В годы гражданской войны часть большой семьи Петра Бадмаева эмигрировала на Запад и обосновалась в Польше. В ее столице взошла звезда одного из племянников Петра, отца Марии, сумевшего, как и другие его родичи, быстро приспособиться к новым условиям жизни и пробиться в высший свет польского общества, с успехом занимаясь врачебной практикой и издав популярную книгу о тибетской медицине. Являясь людьми демократических взглядов, польские Бадмаевы в период оккупации страны гитлеровцами оказывали посильное содействие патриотам, вставшим на путь борьбы с фашизмом. Один из Бадмаевых принял участие в Варшавском восстании 1944 года. Как известно, восстание было подавлено. Тем не менее, Бадмаева спасли легионеры калмыцкого эскадрона, участвовавшие вместе с власовцами, туркестанцами и другими в тех боях. Они, увидев пленного с монгольской внешностью, вырвали его у немцев. «Кто ты?» – спросил командир калмыцкого эскадрона. «Бурят». «Как ты попал в Варшаву?» – спросил тот. «В гражданскую. В ту войну бежали за границу и калмыки. Я многих из них знал». «Веру переменил?» «Нет», – ответил повстанец, и прочитал буддийскую молитву. «Ладно, отведут тебя домой». «А немцы?» – спросил бурят. «Не бойся, тебя в обиду не дадим». Как сложилась дальнейшая судьба польских бурят Бадмаевых? Ямруш предполагает, что они ушли дальше, на запад, так как были ориентированы на западную демократию. Мария же с матерью осталась в Польше и самоутвердилась как танцовщица высокого профессионального уровня. В 1956 году она удостоилась бронзовой медали за свои сольные танцевальные номера. А о легионерах калмыцкого эскадрона Анджей Ямруш, это историк, режиссер, эрудит, сказал, что у всех народов были изменники, которые пошли в служение к врагу, но не они, то есть власовцы, туркестанцы, легионеры и так далее, а лучшие сыны и дочери нации определяют ее лицо. Таким образом, из содержания заметки становится очевидным, что где-то на Западе бадмаевские потомки, может быть, живут,
а мы о них и знать не знаем. Однако Роднаев пишет, что была певица Лилия Бадмаева в Варшаве. Ему рассказал польский археолог Ежи Тулисов. Хотя Владимиру не удалось уточнить подробности, но факт остается фактом. Вполне очевидно, что сегодня потомки рода Бадмаевых живут в Америке. Однако Тимур Ламбаев, это наш уже аргалейский журналист, в статье о Бадмаевых и их потомках, называется статья, отрицает возможность Бадмаевой Марии или Лилии быть артисткой Варшавского театра. Конечно, мы не можем с полной уверенностью утверждать, вероятно, были и другие Бадмаевы, однако уже ясно, что Владимир Николаевич Бадмаев, это Жамьен, настоящее имя, жил и активно работал в Польше. В этом контексте следует отметить газету «Новая Бурятия» от 20 января 2013 года, где Тимур Дугаржапов опубликовал статью «Тибетская медицина из России в Польшу и США». Значительную часть, эта статья так называется, значительную часть материалов редакции представил Беликты Дугаров. Мы показываем эти материалы в нашем исследовании. Поводом для знакомства с великим наследием врачей Бадмаевых стал визит в ноябре 2012 года в Бурятию, на родину предков, жительницы Нью-Йорка Каролины, ее зовут Каролина Войтасек Бадмаевой. Она является правнучкой племянника Петра Бадмаева, Владимира Жамьяна, то есть Бадмаева. Каролина, профессиональный фотограф, следовала в командировку в Монголию по заданию телеканала History Channel, то это Соединенные Штаты в Америке. А помог встретиться с Каролиной известный республике юрист и один из потомков знаменитой семьи Бадмаевых, Беликты Дугаров. Далее Тимур отмечает, в настоящее время Каролина вернулась в Нью-Йорк и активно работает над подготовкой своего материала, посвященного традициям соколиной охоты в Монголии. Каролина Бадмаева отправила материал о Петре Бадмаеве, которому было 84 года. Речь идет о Петре Владимировиче Бадмаеве, сыне Владимира Николаевича Бадмаева, то есть Жамьяна. И Владимир Николаевич Бадмаев родился на Агинской земле, по архивным данным 10 мая 1884 года. Жамсырын Петр Александрович Бадмаев привез его вместе с другими братьями Будаевых в Петербург, где он прошел учебу в школе Бадмаева, а затем окончил военно-медицинскую академию столицы России. В качестве военного врача Владимир Николаевич Бадмаев участвовал в Первой мировой войне, командуя военным санитарным поездом. Во время войны он встретил девушку, медицинского работника этого поезда, на которой женился. В 1917 году она родила дочь. Во время Октябрьской революции они вместе бежали в Польшу. В 1920-х годах XX века семья Владимира Николаевича переехала в Варшаву. В Варшаве Владимир познакомился с эмигранткой из России Тамарой Рамлау, молодой женщиной знатного польского происхождения, которая до революции жила в России. Все 7 братьев Тамары были офицерами Белой армии, и все, кроме одного, погибли в годы Гражданской войны. Тамара бежала из России через Одессу на британском линкольне. В Польше ей приходилось трудно, несмотря на наличие родственников. Владимир и Тамара полюбили друг друга. Владимир начал новую жизнь с ней. Она вскоре и родила Петра, деда Каролины, а затем еще и близнецов Анну и Георгия. Владимир, то есть Жамьян Николаевич Бадмаев, благодаря своему искусству тибетской медицины, стал личным врачом Станислава Войцеховского. Это президента Польши в период 1922-1926 годы.
был президентом, а затем и врачом его преемника Игнация Мосцисского. Таким образом, тибетская медицина нашла опору в Европе. Владимир поддерживал отношения со своим братом Николаем Николаевичем Бадмаевым, это Аср. Кстати, в одной из предыдущих частей там в скобке было указано про Асора, что Асар Будаев. Конечно, нет, Асар Будаев не может быть. Это другой, просто тезка, значит, того Асара Будаева, Асар Бадмаев. А Асар Будаев, он был родом вообще не из Таптаная, а из Судунтуи. Поэтому это разные люди. Однако Николай вскоре был репрессирован. Его обвинили в связях с заграничным родственником. Польское правительство узаконило производство тибетских лекарств из трав и других природных компонентов. Владимир Бадмаев производил их в соответствии с рецептами своего дяди Петра Александровича Бадмаева, то есть самого Петра. Правда, это было трудно из-за недостатка качественного лекарственного материала. Приходилось заменять часть ингредиентов на препараты из местных трав. Затем он наладил поставки трав из Индии и Тибета. Часть трав доктор выращивал в Польше, заказывая их фермерам. Для производства лекарств в Варшаве он создал лабораторию. По свидетельству родственников, Владимир Николаевич Бадмаев поддерживал в семье традиции и обычаи бурят, так как детство его прошло в Агинских степях. Очень любил кумыс и, как рассказывал Петр, учил его ездить на коне по-монгольски. Например, Владимир Николаевич Бадмаев жил в разных мирах. В Забайкалье, где обучался в Дацане, в Петербурге, вращаясь в кругах русской аристократии, затем в Польше, где все приходилось начинать с нуля. Он старался сблизить эти разные миры. И Бадмаев выпускал журнал, это Владимир Николаевич Бадмаев, выпускал журнал «Тибетский целитель» для своих польских пациентов, который потом переименовал в синтетическую медицину. Оказывая медицинскую помощь, он стремился к синтезу восточной и европейской медицины. В 1929 году он опубликовал книгу под названием «Чи-шарабадахан». Белые кровяные клетки доставляют энергию ЦИ в ткани организма. Свои роли выполняют эритроциты, шара, а также сыворотка крови, бадагн, которая была переведена на немецкий язык. Книга сочетала тибетскую и западную философию, тибетскую медицину и биомедицину. Автор этой книги Даштан Дагбатоева указывает, что помнит бурятские слова «хи», «шара», «бадагн» с детства, когда имчеламы употребляли их при лечении больного человека. Надо полагать, что Владимир Николаевич Бадмаев был высокообразованным европейским врачом и врачом тибетской медицины. В 1939 году Польша попала под немецкую оккупацию. Президент Мосцисский бежал в Румынию. Кстати, он отправил автомобиль за семьей Владимира Бадмаева. Тот согласился эмигрировать, но затем пересмотрел свое решение на границе и вернулся в Варшаву. Бадмаевы участвовали в польском сопротивлении. Гестапо арестовало Владимира, однако от расстрела его спас немецкий офицер, который спросил: «Кто ты по национальности? Еврей?» Владимир ответил, что он бурят, и немецкий офицер приказал своим освободить его. Сразу после Варшавского восстания был арестован и его сын Петр Владимирович. Последний год войны он провел в концлагере в Германии. Ему повезло, так как удалось выжить в этих условиях. После войны Владимиру Николаевичу Бадмаеву стало трудно вести медицинскую практику в коммунистической Польше.
вместе с сыном Петром он попытался создать клинику тибетской медицины в Швейцарии при поддержке бизнесмена Карла Лутца. Однако правительство Швейцарии препятствовало этому. В 1961 году Владимир Николаевич Бадмаев умер в Польше. Ему уже было 77 лет. Петр, его сын, который помогал отцу, после войны и стал профессиональным хирургом, переехал в Цюрих, а затем эмигрировал в Америку, где легко получил разрешение на медицинскую практику в качестве врача. Затем в Америку эмигрировал сын Петра Владимировича Бадмаева, Владимир Петрович Бадмаев. А еще через некоторое время и его дочь Джоанна Бадмаева со своей семьей, то есть с матерью Каролиной Войтасек Бадмаевой. Следует сказать, что секретарем знаменитого Петра Александровича Бадмаева работал Евгений Иванович Вишневский, который впоследствии женился на старшей дочери Петра Бадмаева, Надежде Петровне. Родились сыновья Евгений, Петр, Николай и дочь Александра. По данным Тимура Ламбаева, Евгений Иванович Вишневский вместе с Надеждой Петровной поехал в небольшой городок Луцк на рядовую чиновничью должность. Позже его перевели в город Минск, где он дослужился до должности вице-губернатора, на которую был назначен в 1916 году. Скончался Вишневский в 1959 году в Пятигорске. О его сыновьях полковник медицинской службы Петр Евгеньевич Вишневский, психиатр и доцент кафедры военно-медицинской академии имени Кирова, участник Великой Отечественной войны и обороны Ленинграда. Умер в 1969 году в Советском Союзе, а Николай Евгеньевич Вишневский, кандидат технических наук, известный изобретатель, автор 90 патентов, скончался на 82-м году жизни. Евгений Васильевич Вишневский был кандидатом медицинских наук, а кем была дочь Александра Евгеньевна, неизвестно. На этом мы закончим 12-ю часть. Продолжение следует. Текст от автора читал и провел видеомонтаж Баир Дугаржапов, ведущий научный сотрудник Агинского национального музея имени Гамбажа Цыбикова.